Эта деревянная винная бочка установлена в центре столицы грузинского виноделия, городе Тель-Авив. Однако она наполнена не сухим саперави или полусладким кинзмараули, а самыми обычными книгами. Это бесплатная мини-библиотека, воспользоваться которой может каждый желающий. Эксперимент для Тель-Авив новый, как в принципе и само решение по применению винной бочки. Потому на открытии библиотеки присутствовала довольно внушительная официальная делегация во главе с мэром. 24 часа в сутки любой желающий может прийти сюда, взять книгу, прочитать и вернуть обратно. Библиотека будет обновляться. Также ее могут пополнять сами горожане. Проект осуществляет Национальная библиотека Грузии. Автор идеи с бочкой – грузинский художник, проживающий во Франции, Леван Мосиашвили. Я помню, как собирались мои дедушки, бабушки и кутили, как они с вином буквально об истории рассказывали. Я помню, что в погребах лежали бочки. Я вот буквально эту тему переговорил с Национальной библиотекой, и генеральный директор согласился. И мы придали бочке вид литературной бочки. Первым по праву посетителя мини-библиотеки в Тель-Авив можно считать Нику Кавандадзе. Ученик одной из местных школ начал изучать содержимое бочки сразу же после завершения церемонии открытия. Я люблю чтение, буду пользоваться библиотекой и обещаю возвращать книги обратно. Но вот если бы они рядом с бочкой еще и скамейку поставили, чтобы не носить книги туда-сюда, а читать на месте, было бы еще лучше. Несколько иначе к эксперименту подошли в приморском курортном городе Батуми. Местные власти здесь прививают интерес к чтению с помощью киосков, выполненных в виде книг. Они не несут функции библиотеки, но вот чтобы купить товары, которые продаются в этих киосках, покупателю все же придется раскрыть пусть не настоящую, но книгу. В раскрытом виде такой киоск напоминает страницы книги. Полки в виде строк вместительны и удобны. Киоски выполнены из материалов высокого качества и не боятся дождя. Мини-библиотеки пока установлены всего в 6 городах Грузии. Однако в Национальной библиотеке обещают не сворачивать проект, так как считают, что доступность книг вызывает дополнительный интерес к чтению. Звиат Мчедлишвили, Давид Симонишвили, Мераб Цулукидзе. Специально для настоящего времени. Грузия, Тель-Авив, Батуми.